да, феминитивы допускать. Я с 2009 года нахожусь в Швейцарии, проучила здесь в технической Recording in школе, техническое progress. образование получила. Так, соглашение дать. Сама закончила КГУ-СТА, 6-летнее архитектурное образование, но такое больше теоретическое, больше университетское образование, но не дает прикладные знания. Мы не решали актуальные проблемы общества, мы какие-то фантазии делали. Вот. А потом поступила сюда и закончила здесь техническую школу, в Тереховскую высшую. И проработав несколько лет в разных бюро, и в 2017 получила первый свой заказ личный и решила уйти в свободное плавание, создать свое бюро и делать сама свои проекты от начала до конца и получить так наибольшую практику, да. И вот, в том году получила признание за свои проекты, за свою философию бюро, потому что я делаю с акцентом на Recording stopped. энергоэффективность, на ресурсосбережение строительства, потому что строительство одно из самых больших ресурсопотребителей. Сектор, да, это потом идет мода, потом идет питание, потом идет все остальное. Мы производим, можно сказать, мусор изначально, да, строительный мусор. Мы должны знать, откуда происходит материал и как потом его обратно переиспользовать желательно, да, или вернуть обратно в природу. Поэтому у меня большой-большой уклон идет при проектировании уже на, обратить на материал, ресурсопотребления, затраты ресурсов, человеческих ресурсов при создании этого материала и особенно ресурсов, которые невозобновляемы, да, там масло, иссякаемые, да, источники. И у меня больше этот акцент идет на использование солнечной энергии. Это пассивное использование. Это не техника, это не хай-тек, это не... У меня больше лоу-тек практика, и в этом направлении я делаю свои проекты. И сегодня я вам буду показывать разные лекции, которые я давала онлайн. И в том году я завершила строительство для моей семьи. Это 450 квадратных метров, 3 этажа, пассивный дом. Это вот за счет использования всех принципов вот этот солнечных, использования там, мы поставили потом солнечные коллекторы на крыше для теплой воды, горячей воды и теплого пола. Вот, и Recording in что я с progress. этим? И параллельно к строительству этого дома я сделала объявление, что кто хочет, можете параллельно к строительству посещать еще лекции от меня. И раз в неделю мы встречались, я рассказывала сначала теоретическую часть, а потом на стройке они могли прийти и вживую посмотреть, как это все делается, там, что такое утепление фундамента, что такое утепление перекрытия первого пола, да, и практическую часть, то есть сопровождать потом окна, ну, то есть вот каждый этап строительства они могли сопровождать вживую. На Кулатова 110, пересекает Каракульская. Этот дом уже стоит. И прошел первую зиму, по-моему, вся страна наблюдала, потому что была такая большая широкомасштабная реклама. И, мне кажется, многие сомневались, потому что смог в Бишкеке, откуда солнце, да, и будет ли этот дом работать. Вот первую зиму перезимовали, и сегодня расскажу вам про результаты, на затрату и про сумму даже расскажу, сколько стоил Recording этот дом, stopped. потому что в комментариях все пишут, да, это, конечно, надо всем себе позволить сначала, и еще и мой гонорар, да, конечно, там никто не может себе позволить якобы, то есть разные слухи ходили, сегодня я вам расскажу это с первых уст. Вот, и начну, наверное, с лекции. Извиняюсь, если птички здесь щебечут, я выбрала такой себе приятный место работы в саду. Вот. Это вот из лекций, которые я провела, и попробуем. Вот. Смог, да, это картина в Кыргызстане, это Бишкек, знакомая картина, да, там воздух. Как начинается переходный период, да, осень, начинается этот отопительный сезон и начинается смог. В контраст к этому Цюрих,
тоже столица страны, да, можно сказать. Ну, конечно, по территории он совсем... Ну, и вот зима, то есть вот чистый воздух, да, там, когда у нас говорят в Кыргызстане, это горный воздух, такой климат, все там, все это классно, на самом деле не так, да. И это вот связано с тем, что насколько строительный сектор ведет себя хорошо, чтобы люди могли себе, чтобы людям не надо было топить, да. Вот, сравнение разной столицы, например, Цюрих, площадь города 92 квадратных километра, и Бишкек, да, 170 квадратных километров, в 2 раза больше, население тоже в 2 раза больше, но тем не менее, да. Париж, смотрите, не настолько уж и он большой, да, там буквально чуть-чуть, но плотность населения в 3 раза больше, да. И, конечно, здесь административные территории, это вот только вот этот, а на самом деле есть агломерат, да, он намного больше, и там, конечно, больше людей, там 13 миллионов, по-моему, насчитывается. Но тоже в Париже воздух неплохой, по сравнению с Бишкеком. Или, например, Вильнюс, да, он больше, население чуть меньше, и про воздух, по-моему, Вильнюс еще не получал такой рейтинг, как Бишкек, да. Или Берлин, сколько раз, в 7 раз больше, население в 3 раза больше, чистый воздух то же самое, или Лондон. Вот одна из больших, да, вот в сравнении с воздухом тоже не страдает, и вообще, то есть Бишкек у нас строительный сектор, эм, то есть дает вот такой этот результат, да, что воздух. Это вот обложка была к рекламе про мой курс. Минергия, да, это стандарт Минергии, это Швейцарии. Что такое, что за стандарт? Это Минергия, это означает минимальное использование энергии. Если строишь дом по этому стандарту, получаешь такой лейбл и табличку, которую можно на фасад. Я уберу свое видео, может, да? И чтобы сэкономить, да. Вот. Минергия, ну вот, то есть это была обложка, и смотрите, вот такой дом, да, он не топит, он сам себя обеспечивает, а остальные дома, которые неправильно построены или неправильно расположены, они вынуждены топить и, соответственно, создавать смог. Вот даже здесь по этой картинке можно понять, на что ориентируется или на что этот дом, да, южная сторона полностью солнечная, и вот за счет этого он получает меньше. То есть получает больше это солнце, да. Потом я делала опросник среди своих участников курса, что, по вашему мнению, делает дом теплым. Там были разные ответы. Вот, сегодня буду рассказывать про еще одну квартиру в Бишкеке, которую я рекомендовала купить, и по каким критериям они выбирали эту квартиру, и почему это было хорошо, и почему это сейчас стало прям очень важно, да. Они отключили полностью центральное отопление, пломбы поставили на отопление, и уже 5-ю зиму зимуют без ТЭЦ квартиры в Бишкеке. Вот, и делала потом, нумеровала основные правила, да, и вот правило номер 1 – это дом или окна, основные окна должны смотреть на юг. То есть вот такое расположение очень идеально, и вот это обозначение, куда смотрит север, где юг, да, это вот эта северная сторона, это южная сторона, значит, все классно, круто должно получиться. Вот, и когда покупаете квартиру, ищете квартиру, когда там хотите купить уже дом построенный или хотите арендовать недвижимость, вот на это надо обязательно смотреть и обязательно требовать, если у вас на планах, то есть в Бишкеке покупают квартиры, знаю, с бумаг, да, еще не построен дом, еще не начало строительство, а уже покупают квартиры. И вот в этом моменте очень важно обратить на это внимание, куда смотрят окна и как расположена ваша квартира будет в будущем. Вот на чертежах у архитекторов не всегда это можно увидеть, вот этот сейчас, вот этот важный значок, и надо просто самим разбираться, да, где он находится.
Вот, это вот у меня семья, ну, старший брат решил перебраться с Тунгуча, мы раньше жили в Тунгуче, далеко от центра, да, и потом они хотели перейти в центр, переехать, и искали квартиру очень долго, показывали мне разные варианты, я все отказывала, и самый мой основной критерий был, чтобы окна выходили на южную сторону, смотреть, как расположена квартира, какие окна, высота, там, ширина и все такое. И потом вот они посмотрели вот этот, им предлагали с этого дома разные квартиры, и в итоге они тоже не строящиеся, и не строящиеся, да, выбрать из них, да, квартиру. Потом я им предложила вот эту квартиру более-менее, ну, более-менее нормальная, удачно, нормальная, потому что вот здесь одна комната на северной стороне, где не светит солнце, да, и вот это вот южные окна, здесь балкон был, его потом, как обычно, приложили к жилой площади, к кухне, да, это зал, и вот здесь вот окна, они выходят на южную сторону, я сказала, да, это добро, можете брать. Вот, подробности вот эта квартира. И вот эта вот комната, она спальня, родительская комната, это самая холодная комната до сих пор. Ну, это неплохо для спальной комнаты, даже хорошо спится, да, когда прохладно, даже надо, чтобы было прохладно. И вот это здесь детская комната зеленым, фиолетовым это зал, и синим, голубым это кухня. Вот, и вот эти вот окна. По проекту окна должны были быть только в одной, с этой стороны, да, то есть вот это окно, потом еще добавили при строительстве еще вот это окно, и вот это окно расширили или передвинули даже. Вот. Почему это важно? В южную часть выходить. Смотрите, самый основной принцип. Вот сейчас 23, да, 20, какое сегодня? 24 марта. 21 марта было солнцестояние, как бы весеннее равноденствие, да, то есть солнце, день равно ночи, то есть сейчас солнце начинает подниматься, и к лету оно поднимется самое высоко, это вот это вот солнце, и получается светит уже сверху, да, а зимой солнце опускается, и вот это вот сейчас солнце оно достигнет своего пика 21 июня, 21 июня, и потом опускается, это уже март-сентябрь, да, это вот 21 марта, то, что я имею в виду, 21 марта или 21 сентября, то есть это одинаковые солнцестояния, и потом вот это 21 декабря, вот. И почему вот это солнце, оно опускается, и оно прям вот в глубину дома, помещения светит и отапливает, соответственно, дом. Предлагаю вам делать наблюдение и смотреть, да, уже в реальности на эту особенность. Вот это окна, вот угол зала, да, восточная и южная сторона, это вот кухня, южная сторона и большой холл. Ну, он темноватый, туда не попадает солнце. Потом я делала в стиле лофт, чтобы как можно меньше материалов использовали на облицовку, да, или практически не использовали, только там очень хорошую кухню поставили, немножко кафеля и все. То есть вот этот вот бетонные ресурсы на изготовление бетона уходят очень много, там, и чтобы не закрывать этот материал, он уже и так дорогой сам по себе, и его наоборот показывать, и им наоборот гордиться, да, не то, что как у нас все делают, но потом в итоге мой проект не приняли, сказали, мы так не умеем, мы так не привыкли. И потом, как обычно, все это зашпатлевали, выровняли и сделали ну, обычный такой элитный дом, элитную квартиру. Вот. Что делать, если участок, то есть дом расположен не так, как хотите, да, он только построенный, вот этот вот, например, улица в Качкорке, откуда я родом, папа родом, и там я обнаружила один дом, такой супер новый, построенный, свежий, прям вот этот дом, который я обозначила
желтым. И спрашивала потом у своих студентов, слушателей, что не так, объясните, покажите. И потом я делала уже этот мой ответ, да. Не хватает наружного солнцезащиты, потому что крыша не выступающая. Если солнце светит летом, то оно полностью прожигает, да, вот эти окна, слишком жарко. Вот то, что у нас обычно стандартно происходит, да, во многих домах, да, особенно в многоэтажках, где нету наружной солнцезащиты, все делают только внутри жалюзи, хотя это уже слишком поздно, солнце попадает через окно и с наибольшим эффектом через вот это окно, остекление прогревает все помещение. И самое-самое беспощадное солнце – это западное, потому что летом солнце проходит весь день, начинает с северо-восточной стороны, потом он идет, идет, идет и садится только вот с запада-севера, да. Из-за того, что солнце уже прогревает весь день тротуары, весь день вот этот вот забор, все, что может греться, и вот это солнце, оно еще с наибольшим эффектом прогревает западные окна. То есть смотрите, чтобы окна никогда, ну, или самая маленькая часть окон выходила на запад. Если выходит, то должно быть озеленение перед этими окнами или что-то, что может сделать этот, сейчас сделаю, все, что может сделать тень, да, этим окнам. И смотрите, чтобы это было лиственные деревья, потому что лиственные деревья зимой осенью, листопад, да, они оголяются, и солнце беспрепятственно может проходить через окна. То же самое относится, в принципе, и к южным окнам. То есть защита от солнца должна быть, и это высчитывается, рассчитывается, из этого будет перегрев. Вот то, что мне всегда говорят, панорамные окна, да, но как будет с перегревом. И вот эти вот, один из принципов – это наружная солнцезащита, самое основное, да, потому что кровли не хватает. Так. И второе – это водослив, да, то есть крыша, дождевая вода, она попадает сюда, начинает брызгаться и разрушать этот фундамент. Не фундамент, а цоколь. То есть вот эта вот часть, которая от дома, да, она начинает потом влага и разрушаться облицовка, да. И то же самое вот здесь, то есть защитить себя от воды, да, здесь выступ над глиняной стеной тоже обязательно должен быть, чтобы вода, она могла стекать. Не по стене, а снаружи, да. Вот эти вот раз, два, три, четыре, да, этих принципа, на которые надо обратить внимание или надо, которые доделать, если вы покупаете дом. Вот в таком виде. Вот то, что я рассказывала, и еще есть такой эффект, вот то, что я на Кулатова использовала. Если стена больше там какой-то толщины, и солнце, оно не может до конца проникнуть, потому что здесь у нас теплоизоляция 15 сантиметров, да, здесь у нас кирпичная стена, например, 25 сантиметров, да, и получается у нас общая толщина стены очень такая большая, солидная, там 40, да, сантиметров. Сейчас 15 напишу. И поэтому вот этот угол, окно у нас вот здесь, и получается, что у нас солнце не может прям проникнуть, да, оно проникает только частично. И в таком случае можно сделать такой откос в районе теплоизоляции, вот то, что на Кулатово, если поедете смотреть, вы увидите вот такой 15 сантиметров теплоизоляции мы скосили, чтобы как можно больше света попадало и как можно больше тепла попадало. Вот. Вот про то, что вот наглядно, да, это вот зимнее солнце попадает в окна, летнее солнце не попадает, потому что вот этот вот козырек, вот этот выступ крыши, да, крыша или наружная солнцезащита или что-то должно препятствовать тому, чтобы солнечные лучи попадали напрямую к стеклу. Если этого нет, то будет перегрев. Вот, что такое теплоизоляция? 10 сантиметров делает уже максимальный эффект. Какие вообще есть слои, да, чтобы теплоизоляцию сделать? Самое важное – это теплоизоляция крыши. Через крышу проходит все тепло, все, что вы отапливаете, оно проходит, поднимается вверх и исчезает.
Стены это вторичное, и пол, тоже теплоизоляцию пола, то есть 1 и 2. И еще обратите внимание, если у вас есть печка в доме, печка тоже должна иметь свой воздухопривод снаружи. Потому что для того, чтобы огонь горел 1 час, первый основной час, да, когда дрова еще начинают загораться, оно вытягивает со всех уголков, со всех щелей, все, что у вас есть, оно вытягивает воздух, чтобы горел огонь в печке. Для этого сейчас современные, хорошие, эффективные печки делают свой воздухопривод снаружи. То есть вот это 1, 2, 3, да? То есть вот эти вот 3 самых основных правила, которые надо соблюдать. Потом говорят, да, мы можем тогда теплоизоляцию увеличить на 30 сантиметров. На Recording самом in деле показано, progress. что 30 сантиметров не дает столько эффекта, сколько без изоляции, и 10 сантиметров уже делают максимальные сбережения энергии, и от 10 до 20 сантиметров уже тоже максимальный эффект, а потом уже эффекта нету, поэтому 20 сантиметров на этом уже остановились. Ну, в Швейцарии мы делаем теплоизоляцию 20 сантиметров. Вот. Также еще есть, я делала опросник про оптимальную для вас комнатную температуру для пользователей, для жильцов. Есть 16, 18, 20 и выше, да, градусов. И есть определенные комнаты, где это хорошо, а где это не имеет, ну, желательно, можно и не иметь, да. Вот это ответы были, и 18 градусов там в спальне, да, там 50% приняли участие в опроснике 8 человек, из них 4 ответило, что 18 градусов у них в спальне, это прекрасно. Четверть ответила, что 25 градусов это слишком много для спальни, и 22-24, да, градуса. Вот, в рабочей комнате, вот где сидячий образ жизни, там можно побольше градусов, 20-22, это она оптимально, меньше будет уже прохладно и больше будет слишком неудобно, неуютно работать. И смотрите обязательно на какую сторону выходят окна вашей спальни, да, там. Это был такой опросник. Вот, к сожалению, в Бишкеке, в Кыргызстане, насколько я знаю, не все квартиры могут регулировать свою температуру, да, термостатом, батареи, они такие стандартные, и сейчас вернусь к лекции. Вот. Да, и батареи стандартные, нельзя регулировать, к сожалению. Но самая, вот смотрите, оптимальная температура в спальной комнате считается там больше 15 градусов, то есть 18 градусов это нормально. В ванной комнате 22 можно сделать, потому что выходишь с ванной комнаты и уже хочется, ну, не хочется мерзнуть. 24 это уже слишком, да, вот это все это уже нельзя иметь. 20-22 это в зале, да, или в зале, или рабочей комнате. То есть вот эти вот зоны обязательно надо уметь учитывать, уметь создавать при проектировании своего дома или при выборе планировки, да, которую вам предлагают или которая у вас есть. Также правило номер 2 – это делать компактное, намного компактное. Чем компактнее дом или основание дома, тем больше у вас сбережение энергии. То есть самое идеальное – это круглая, да, форма. Там считается так, что вот эта вот длина, как сказать, окружность, периметр, да, периметр дома, он в круглой форме всего 32, да, вот эта вот длина 32. А если делать квадратные, тоже компактно, да, форма это 40 метров, да, это вот если хотим 100 квадратных метров. А если мы делаем уже сложную форму, да, как у нас особняки в Бишкеке очень много делают, здесь эркер, здесь балкон, здесь еще что-то выставлено, здесь вообще наоборот убрали. То есть вот здесь у нас уже увеличивается, да, вот этот вот периметр на очень много, да, 170 метров. И вот это, соответственно, надо зимой как бы согреть, да, утеплять, это строительный материал уходит, а потом еще и при эксплуатации согреть, то есть вот эту всю площадь, а летом еще и охладить. То есть у вас периметр увеличивается по всем фронтам, да. Чем компактнее, тем лучше.
Есть вот такой, да, этот вот то, что типология, сейчас потом дальше посмотрим, типология passive house или Minergie house. Это вот то, что компактность и больше ориентирована на основной выход на южную сторону, да, окон. Вот, самая оптимальная юрта. Вот. Ну, это расходы еще на строительный материал, соответственно, расходы намного, расходы вообще, и вот эту вот сложную форму выполнить при реализации, да, вот эти все углы заточить, все сделать, это очень-очень-очень трудно. То есть расходы вообще большие. Поэтому делать правило номер 2, да, получается, это как можно компактнее. Вот, типология примера Passive House– это вот то, что существующие уже примеры. И когда я подавала свой дом на Кулатова, да, на разрешение, получение на разрешение строительства, там через архитектурную фирму, у которой есть лицензия, и они говорили, ну, он не похож на дом, на самом деле, он похож больше на какое-то офисное здание. Наверное, вы хотите там построить офисное здание, мы не дадим разрешение. Потом мне приходилось их убеждать, что на самом деле это вам неизвестно, на самом деле это так есть жилые дома, да, и почему это так важно, я им объясняла вот эти все самые принципы, окна на южную сторону и козырек обязательно, или наружная солнцезащита, вот эти вот жалюзи, да. Вот, это вот изначальный первый проект на Кулатова, который мы делали. Это был двухэтажный дом с возможностью потом, когда будет больше денег, сделать третий этаж. Вот эта вот лестничная площадка, она выходила на крышу, и оттуда можно было сделать еще надстройку третьего этажа. И вот обязательно козырек, да, над окнами, что над вторым этажом вот этот вот крыша, да, выступ, и вот здесь вот навес. Вот, и чтобы тогда еще думали что про подвал, тогда должны были быть делать цокольные, там 5 ступенек, да, подниматься, и потом только был первый этаж. Потом все это изменилось, ну, очень много изменилось. Вот, что делать, если форма участка, которую вам хочется купить или которую вам предлагают, оно не сильно ориентировано, да, на южную сторону, вот как вот здесь, например, желтый, да, этот участок. Мы раньше смотрели этот участок в районе Мадина, поближе к тканевому базару, и я делала тогда проект. Можно расположить, например, вот так дом, да, чтобы максимально юго-восток был, окна, или можно расположить сам дом полностью так. То есть это разные варианты, и это можно сделать, в принципе. Вот. Не обязательно иметь участок, имею в виду, чтобы он прям вот так вот такой строго на север-юг. Ну и потом, когда они нашли один участок, отправили мне съемки дроном, сказал, посмотри, стоит ли брать, не стоит. И вот я посмотрела и увидела вот эти вот плодовые деревья, тоже очень классные, рядом с ботаническим садом, из-за Возова тоже классно. И тогда вот купили этот участок сейчас вот подробнее, да, этот участок и как расположение участка то есть расположение дома на участке, да, это вот стандартные 6 соток, 600 квадратных метров участок. Здесь проходит потом по новому правилу красная линия, да, там, если в случае расширения дороги, то вот этот вот участок они могут забрать или там заплатить копейки, чтобы они его могли расширить. Но насколько это реально, не знаю. Поэтому вот расположение как можно максимально там задвинуть, ну, куда можно, там на восточную сторону, да, и задвинуть максимально на северную сторону, чтобы вот эта вся солнечная сторона, знаете, да, когда тень падает с дома, с северной стороне всегда гололед, и он не очень аппетитный, да, эта часть участка, поэтому мы задвинули максимально, что можно к границе участка, по всем нормам пожара, тоже, чтобы здесь пожарная машина могла сюда встать, и отсюда вот тоже можно подъехать, да. Вот. То есть вот это вот основная такая приятная зона, это вот южная часть, да, то есть расположение участка, дома на участке тоже очень важно.
Даже если вы покупаете какой-то разрушенный дом, и вы хотите использовать фундаменты старого дома, вам стоит прежде об этом подумать, потому что были случаи, когда ко мне обращались и говорили: Сайкал, что можно сейчас сделать, а у них уже дом уже построен был, и у них, к сожалению, ну, они просто решили использовать старый фундамент какого-то старого дома, и на нем уже построили. Окна, конечно, соответственно, выходят на северную сторону, чтобы, ну, главный вход отсюда, да, и потом уже... Меня слышно, нет? Окей, я вот что-то почему-то вы исчезли. Вот, то есть, то есть обратились ко мне уже слишком поздно, и в таком случае я говорила, ну, я уже не знаю, что можно сделать, то есть вот это вот старый фундамент, и вот здесь вот окна у них были. А потом, когда уже начали первую зиму, вторую зиму, все нравится, все отлично, но потом, блин, не хватает вот этого солнечного тепла, да, такого здорового, хорошего солнечного тепла и света, да, даже. И предлагаю в таком случае не смотреть на старый фундамент и просто сделать новый фундамент уже в правильном месте, в правильном с правильным расположением. Вот у нас сначала вот по моему проекту дом был расположен строго вот такой, а потом, когда мы посмотрели, можно, и здесь у нас главный вход в этот участок, и в таком случае мы смотрим только на вот этот вот западный фасад, не очень, ну, привлекательно, не очень красиво, потому что он более-менее глухой, и решили прям вот по вот этой красной линии, на эту красную линию садить и выдвинуть, то есть когда входишь сюда, можно уже видеть вот этот вот кусочек или часть в перспективе, вот этот южный фасад. Вот, когда мы это все подвинули, уже начали двигать и окна тоже, потому что вот эти вот окна, они бы смотрели на угол существующего маленького дома, да, и мы задвинули максимально на этот угол, чтобы эти окна смотрели на главный вход, да. Здесь кухня, можно смотреть с кухни на этот вход, забор тоже. И вот здесь мы видим уже в перспективе частичку этого южного фасада. Вот. Сколько у нас еще времени есть? Да, время есть еще. Хорошо. Ну вот, следующий файл, вот про фасады, да, то, что я имею в виду, это вот на одной бумаге сразу видно южный фасад, полностью остекленный, максимально остекленный. Восточный фасад можно было бы тоже побольше окон сделать, но подумали, что не стоит, потому что вот это спальни, комнаты, ну, получили по окну, да, вот это на 3 этажах, а вот эта вот часть, сейчас, вот эта вот часть, она, в принципе, не нуждается в окне, потому что она имеет окна уже с этой, с южной стороны, и, да, то есть это большие такие, большие пространства, большие вот площади, не закрытые, да, в планировке. Вот, западный фасад я по возможности сокращала как можно окна, потом моя семья просила увеличить, и мы находили какой-то компромисс, я им объясняла, что не стоит, не стоит, не стоит. И вот, вот здесь у нас лестничная площадка, и чтобы там было светло и не включать лампочки, сделали по маленькому окну, да. Здесь туалеты, ванна-туалеты, и они получили тоже по окну небольшому. Здесь кухня, кухня-столовая, ну, кухня, можно сказать, столовая, нет, кухня, и они тоже получили по окну, чтобы смотреть на вход, да, на забор. А вот здесь самое важное, северная сторона максимально закрыть, чтобы она не была открыта, потому что через северную сторону выходит только тепло. Вот. Что еще? Ну вот, интересно, очень рада. Потому что я, когда раньше пыталась это все донести до архитекторов, до студентов, потом я поняла, что на самом деле самая уязвимая часть во всем строительстве – это жильцы и покупатели, и арендатели, и вот все, которые связаны со своим бюджетом, да, то есть они заказывают, потом в итоге они получают продукцию, которая им обходится очень дорого в плане
эксплуатации, да, потом. И я уже сейчас ориентируюсь больше на вас, на пользователей, которые не связаны со строительством, но хотят какое-то жилье или недвижимость, или офис, и вас хочу предупредить, чтобы вы смотрели вот на вот такие основные пункты. Вот если как графически, да, оформил, ну, я всегда делаю, когда проект, я делаю простые рендеринги в программе Archicad. Есть такая функция задать место, задать время, задать год даже тоже можно. И делать вот такие рендеринги. Вот если тень, да, смотрите, в сентябре тень уже начинает потихоньку углубляться, в декабре уже тень потихоньку уже увеличивается максимально, да, и делаю рендеринги в 4 времени дня, да, там 10, 12, 2, еще в 4 я делаю. Здесь представлено только 3 страны. Ну, основное это вообще-то 12 часов. Вот здесь вот, то есть, соответственно, если тень вот такая, то и солнце проходит внутри, внутри комнаты, да, вот на вот столько. То есть максимальное, да, получает солнце. В марте, вот, соответственно, как и в сентябре, одна и та же тень, одно и то же солнцестояние, и тень проходит буквально, да, вот до сюда, да. А если в июне, да, то солнце максимально высоко стоит, и, соответственно, тень очень короткая. То есть у нас солнце проходит буквально вот до сюда, а здесь у меня за счет того, что балкон сейчас, да, уже не козырек, а уже балкон, то у нас остекление защищено максимально от попадания солнца на остекление. Вот. Про планировку, да, где бы найти сначала планировку. Сейчас. Фундаменты. Вот. Ну вот от лекции, это вот лекция номер 2 про фундаменты, потому что первое сначала заливаться фундаменты, и чтобы слушатели могли сначала прослушать лекцию, а потом пойти на участок, да, что такое фундамент и все такое. Вот на что надо им обратить внимание, когда они получают вот эту топосъемку, да, заказываешь топосъемку в госорганах, они приходят и делают съемки границ участка, да, и на что надо обратить внимание. Если не хватает информации, надо обращать внимание, чтобы они доделали еще несколько моментов, да. Самые основные моменты это вот высота над уровнем моря, да, сколько высота над уровнем моря, потому что это дает нам глубину заложения фундамента, промерзания, да. Есть уровень высота промерзания фундамента, и это зависит от того, насколько высоко у вас лежит участок над уровнем моря. Вот если у нас 782, значит у нас около 80 сантиметров должен быть фундамент зарыт над слоем земли, да. Если метр, то, соответственно, метр. То есть потому что слой замерзания грунта есть такой зимой, да, и он начинает по-разному себя вести с южной стороны и с северной стороны. С южной стороны, соответственно, он начинает таять раньше, и идет деформация фундамента. И чтобы этого избежать, надо, чтобы фундамент был глубоко и правильно заложен, да. Вот. У нас делают в Бишкеке, я в Кыргызстане замечаю, наоборот, делают очень широкий фундамент, но глубина закладки очень низкая, да, там 40 сантиметров, то, и, соответственно, дом начинает происходить деформация, да, начинает вот здесь оседать, и вот здесь получается потом трещина. Чтобы этого избежать, вот этот фундамент надо очень-очень правильно сделать. И вот такие вот информация для строителей, для проектирования потом обязательно нужны будут. И точно так же на участке должно быть такая же информация. Да? Вот, ну это вот про мой швейцарский проект. Вот здесь это вот на Кулатова, как делается, да, геодезические изыскания, показываются слои, какие есть грунта, да, есть мягкий слой, есть твердый слой, и это все надо потом для инженеров, чтобы они вычислили фундамент. Вот все материалы. Самый дорогой вот стоит вот эти услуги во всем
получение документации стоит 24 тысячи сомов, изготавливается за 4 недели, и мы обратились в вот этот институт, геологический институт, и они потом выдают в формате PDF, и надо просить еще в формате DVG, но это для потом продолжения проектирования. Это государственный орган, да, да. По-моему, был есть, то есть он называется КИИС. Не запомнилось, как КИИС, да, кыргызский. Это Киргизский институт чего-то там, да. Есть разные, которые предлагают эти услуги, мы обратились к ним. ГИИС, да, вот этот сайт тоже есть. Вот, они приходят, потом копают в 3-4 местах на участке, дают потом свои эти описания грунта по вот этим слоям, там 20 сантиметров вот этот слой, потом 50 сантиметров вот этот слой. И вот уровень заложения, да, тоже дается. Вот это вот уровень над уровнем моря. И вот эти вот... Круто, очень рада, да. Вот для пользователей вот, хочу, чтобы вы получали, потому что я смотрю, и мой гонорар, он практически одинаковый, что и с кыргызстанскими архитекторами, строителями, и они получают, ну, потом в итоге получается совсем ужасный продукт, и мне жалко, да, денег вот пользователей. Вот. И потом у нас, конечно, всегда пугают, у нас есть опасная зона, ты не знаешь, как у нас в Кыргызстане надо строить, и то есть вот это все мне тоже всегда говорили эти Кыргызстане. На самом деле это мы тоже это все знаем, учитываем. Ну, это вот Цюриховский проект, там здесь другие темы. Вот, правило номер 3, как хотите сэкономить на строительстве, да, откажитесь от подвала. Но сейчас, на самом деле, мы накладывал подвал, мы не сделали, но мама все-таки говорит, что подвала не хватает. Глубина заложения там достаточно, надо было 1 метр еще докопать и доделать, и сделать все-таки подвал. Но на самом деле всегда это так, после строительства многое узнается, и многое кажется, что надо было тогда так сделать, мы бы могли себе позволить. На самом деле в то время мы считали каждый сон, да, и не могли себе позволить даже, ну, простые вещи. То есть после строительства, конечно, кажется, что надо было и можно было. Вот это вот мой швейцарский проект, первый в 2010-2011 году я делала. Я была здесь, правда, просто чертежницей. И заказчица тоже захотела подвал, сделали только часть подвала, то есть весь дом такой формы, да, а только одну часть сделали подвалом, да, и вот здесь для хранения овощей, консервов в зимнее время, то есть он не забетонирован пол, то есть он дышащий пол, натуральный подвал называется, а здесь она стиральная машинка, сушильная, сушит одежду и складская. А потом, да, то есть вот можно сделать часть подвала, но это тоже надо смотреть с инженерами, в каком месте дома подвал делать, потому что у нас тоже, как всегда говорят, надо, чтобы у нас дом был симметричный во время там землетрясения, чтобы все равномерно оседало и все работало. Вот, и когда я делала вот этот проект, я вынесла лестничную площадку наполовину, да, на северную сторону, она не отапливается. То есть, когда делаете планировку, смотрите, чтобы лестничная площадка, то есть вот эта вот лестничная площадка, она на 3 этажа идет, и она соединяет все этажи отдельно, то есть каждый этаж, он самодостаточный, и вот эта лестничная площадка, она как бы в многоэтажной квартире, да, работает, не отапливается, но, правда, потом заложили сюда тоже проложили тоже какую-то несколько метров труб, по-моему, теплых труб, чтобы она тоже имела какую-то температуру зимой. Вот, и тогда я пришла с вот этими моими фор-проектом. Мне инженеры местные в Кыргызстане замочили его, сказали, что вот этот вот выступ, он очень не к месту, он должен входить сюда, и то есть он потом... Я обратилась к швейцарским своим инженерам, чтобы они мне помогли с расчетами. И вот разница работы со смежниками, да, смежники называются, это дополнительные инженеры, которые ведут проект вместе с архитектором, да, это канализация, электричество, и есть еще те, которые про статику, да, несущие конструкции считают. И вот в Швейцарии мне нравится, что мы совместно ищем какой-то
решение, да, мы сообща думаем, а может так сделать, а может вот так. И вот мой инженер предложил просто перевернуть лестничную площадку сюда и сделать вход отсюда. Все прекрасно. И здесь получается ну, немножко вот изменили, но на самом деле очень, очень лучше стало. И, соответственно, вот этот вот периметр, да, то, что я всегда говорила там, ну, вначале сказала, он такой компактный становится, без всяких выносов. Вот. Это вот планировка первого этажа. То есть первый сейчас вот он сейчас предназначен как швейный цех ателье. Первые и вторые этажи это раскроенная и швейные машинки, а третий этаж это жилая квартира. Мама с братишкой и семьей живет там, и внизу они работают. То есть мама ведет швейный цех, и поэтому вот здесь вот максимально свободно, да, там все, что надо, это единственное, этот туалет, гардеробная, и вот здесь вот кабинет для директора и кого-то еще, а вот здесь этот швейные столы раскроенные, да. Здесь я делаю еще видео. Откажитесь от излишеств и оставляйте только действительно самое необходимое. Да, это тоже относится вот к подвалу и вообще к планировке самой, да, надо понять, сколько вам площади на самом деле надо, сколько помещений вам на самом деле надо и когда вам это надо, да. Вот вначале было вот такое у нас ориентировано на будущее, да, вот если помните, мы делали всего 2 этажа, и потом вот этот вот выход на крышу был на третьем этаже, потом у нас аппетит разгорелся, конечно, уже деньги откуда-то появились, сделали третий этаж, и потом захотели еще надбавку сделать, да, на крышу на четвертый этаж, возможно, да, и потом, когда столкнулись с реалиями, мы просто эту крышу не стали делать, то есть вот этот вот выход, а сделали просто где-то на балконе выход на крышу, то есть вот отсюда можно выйти, и если что-то с крышей происходит, можно отсюда починить. То есть избавились от вот этой вот тоже надстройки. Вот, правило номер 5. У дома должна быть хорошая обувь, то есть это фундамент, да. Вам нужен хороший инженер, который сделает расчеты по статике. Ему нужны результаты геодезиста, вот то, что которые приходят, копают и смотрят, какой грунт. Потом инженер учитывает, да, глубину промерзания грунта, и инженеру нужны флажки, это отметки высот, слои стен, это вот то, что от архитектора он получает. Вот я делаю чертеж, проект и вот этот вот состав, да, как из чего состоит мой фундамент, как я его теплоизоляцию делаю, из чего состоит стены, да, вот мои стены. Это вот называется флажками. Из чего состоит там перекрытие крыши, да, и теплоизоляции. И вот это все, оно несет какой-то вес, и чтобы рассчитать нагрузку, им нужны вот эта информация от архитектора. И вот эта вот информация там плюс 6, то есть плюс где-то 0,01, 0,00, да, там плюс-минус 0, и потом оттуда войдет отчет, да, там плюс 3 метра 20 сантиметров, плюс 6 метров 10 сантиметров, и то есть вот так идет информация. Вот, вот этот вот у нас дом, он уже без подвала, он уже без цоколя, то есть нету вот этих вот 5 ступенек, да, он просто сейчас можно уже беспрепятственно пройти. То есть здесь есть маленький такой этот швеллер, называется, от окон, да, только, то есть можно уже связь с садом, она уже беспрепятственная, то есть она такая, можно проходить, заходить, выходить, и ну, непривычно, маме казалось, что это неправильно. Она привыкла, да, видеть дома, у которых вот такой цоколь, поднимаешься 5 ступенек, а потом только вот этот первый этаж, и ей казалось, что это, ну, как это так можно, вода будет сюда проходить. А на самом деле это не так, все работает, все прекрасно, просто надо, чтобы теплоизоляция поднималась на 30 сантиметров от грунта, от участка. Вот этот вот пеноплекс материал, он водоустойчив, он устойчив к повреждениям, то есть если какие-то там ногой заденут, да, или там тележкой, колесами заденут, то есть вот этот материал, он выстоит. Пеноплекс, он такой плотный, легкий материал. Вот. Ну, это вот расчеты этого местного инженера по статике, какие фундаменты, конструкторы, какая арматура, да.
И вот когда тоже арматуру смотришь, начать это возможно одно, а потом на строительной площадке надо обязательно проследить, чтобы арматура была защищена минимум 20 сантиметров бетоном. В противном случае она начнет получать кислород и ржаветь. То есть если арматура потом выпячивает или где-то там ну, неправильно положили, да, то есть вот эта вот сетка, она может сюда выйти, здесь мало, и потом вот так торчать, и потом отсюда начинает проходить вода, воздух и коррозия. Чтобы этого не было, обязательно надо смотреть непосредственно на строительном участке, как это делается, и то есть опалубка правильно сделана, правильно ли расположена вот эта вот арматура, да. Здесь делают еще специально такие ставят пластиковые штуки, чтобы опалубка не прилегала к арматуре. То есть это на все надо смотреть, и у вас нужен глаз да глаз, да, на строительной площадке. В данном случае нам повезло, у меня братишка жил вот в этом маленьком доме, и он был прям непосредственно на строительной площадке, он отвечал он был вторым прорабом, можно сказать. Вот. Правило номер 6. Обязательно гидроизоляция фундамента, 2 слоя битумного слоя. Да? Вот этот вот с гидроизоляцией тоже, оказывается, не все делают, строители об этом не знают. Если не говорить, то они забывают это делать. И потом грунтовая вода или там вот эта вот дождевая вода, да, она через грунт поднимается и может проходить вверх. То есть это капиллярное свойство называется воды. И она начинает подниматься через кирпичные стены, через разные, через окна тоже, и вот это вот повреждать конструкцию. А вот эта гидроизоляция, она, ну, изолирует, да, от воды, чтобы вода не... Особенно надо смотреть, чтобы горизонтальная гидроизоляция была, чтобы не было воды в конструкции. Вот, Пеноплекс, цена в Бишкеке, там, это было вот год назад, в 2019 да, году, когда мы начинали стройку, потом на 60% все увеличилось, то есть уже цены не актуальны. Как это все выглядит, это вот на стройплощадке Евгений, наш прораб первый, вот как выглядит. И обязательно, когда делаете проект или заливается фундамент, надо, чтобы коммуникации были заранее заложены в арматуре, чтобы потом их не надо было вырезать. Это будет очень сложно, потому что вот этот сталь надо будет прорезать, это будут специальные машины, да, которые приглашать и потом прокладывать трубы, или чаще всего их просто выбивают и потом получают огромное отверстие, да, это вот одно из многоэтажек строительных в Бишкеке, получается отверстие, которое потом обратно надо будет закладывать, что-то делать. А лучше изначально это все заложить. Вот, это вот первый фундамент, а это было уже перед Новым годом. Вот, что я еще самое основное вроде сказала, про температуру сказала. Вот этот вот разрез еще раз. Утепление крыши, да, и обязательно проветривание крыши. А, вот смотрите, вот этот вот балкон, он 1,60 м глубина, и вот это все я высчитывала на компьютере, да, что вот когда зимой солнце светит, да, когда летом солнце не попадает, да, например, и март, скажем там, март-сентябрь, ну, как-то так. Ну, то есть это все высчитывалось. Вот, когда еще козырек мы делали, мы еще думали, как буду так мыться, окна, да, это тоже будет очень сложно, и поэтому вот это балкон, он оправдал себя еще в плане мытья окон тоже. Вот. Обязательно вот это вот пеноплекс тоже горизонтально ложится и вертикальный фундамент. Вот, еще про воду, да, мы потом установили еще солнечные панели на крыше, это 3 панели по 2 квадратных метра, получилось 9 или 6 квадратных метров, очень не знаю. Потом, и вот этот вот панели, они дают горячую воду на ванну, душ, туалет, да, и теплые полы. То есть вот здесь у нас имеются теплые полы. Вот. И вот по ценам, да,
узнавала у братишки, то есть вот эта вот система, она автоматизирована, он может с любой точки мира, если у него есть интернет, проследить, да, сколько сейчас получает солнце, панели, сколько идет на теплую воду и теплый пол. И то есть он регулирует, и какая температура должна быть в какой комнате. Если там видно, что 24 градуса, то надо сократить там какую-то подачу определенную. То есть и это все автоматизировано. И да, сейчас он говорит, я буквально вчера с ним общалась и говорила, что мне надо завтра рассказать про цены. Он говорит, что 2000 сомов в среднем, вот октябрь, ноябрь, декабрь, а потом январь, февраль он потратил где-то в среднем 4000, 4500 сомов. Это на 450 квадратных метров, да? И при том, что вот этот вот газ, то есть это все сейчас снабжается газом, да? Если не хватает солнечной энергии, солнечной, то подключается газ. И вот этот вот газ, он идет на... То есть он тратит 4500 сомов цены на газ в месяц. Это на приготовление еды, на теплую воду, душ, руки мыть и посуду мыть, и плюс газ на теплый пол. То есть сейчас вот когда начнется дополнительная энергия, газ, да, и 4500 сомов. Если сейчас вот начнется обратно потепление, да, у вас сейчас снег, я видела, в апреле, ну, с марта, я считаю, уже начнется солнце и все такое, до октября это уже будет бесплатная теплая вода, и газ будет только на приготовление еды. То есть теплый пол уже не нужен, теплая вода будет бесплатно с панели, солнечных панелей идти, и все. То есть инвестиции, они оправдали себя, да, уже сейчас вот первая зима. По ценам у него вышло 190 тысяч долларов на 450 квадратных метров, это включая все-все-все. То есть солнечные панели, штукатурка, покраска. Но он говорит, ну, конечно, у нас же в стиле лофт, у нас не все штукатурено, у нас не все заложено. То есть если вы поедете смотреть, то там электричество мы заложили, не проложили вот именно вот в этих стенах, да, не шкрубили, а просто в гофры эти трубы, то есть они проходят вот так, потом вот так, и идут в техническое помещение. То есть они снаружи проложены такие пластиковые трубы, по ним проходят электрокабеля, и это хорошо в том случае, когда еще, если где-то замыкание пройдет, если надо поменять сечение, да, там сделать помощнее электропровода, то можно просто вытянуть по этим трубам, не надо ничего шкрубить, не вытаскивать, а все это проходит уже по этим трубам, то есть гофры, трубы. И 190 тысяч долларов, ну, скажем, 200 тысяч, и в итоге получается 450 долларов квадратный метр. Это готовый, со всеми крутыми окнами, со всеми крутыми, вот эта теплоизоляция, с балконом, с этими панелями. То есть 450 долларов квадратный метр, это вот готовый дом. Это очень хорошо. И еще при том, что бесплатная вода, да, вот когда мы получили, то есть когда они въехали в августе уже, и тогда газа еще не подключили, тогда еще вот этого всего не было. И у них вода была кипяток, горячая, то есть они могут поделиться еще с вот этим маленьким домом, если там потом душ, ванну поставят, то туда еще будут прокладывать трубы, чтобы получить горячую воду там. То есть нет. Вода, да, вода подключена, но это там насосом они поднимают, насколько я знаю. Вода подключена, но к центральной ТЭЦ не подключена. Это только газ. Да. Вот. Включу видео. Все вроде рассказала, открыто, честно, и смотрите вот за своим бюджетом. То есть
требуете от планировщиков, кто вам будут проекты делать, или от строителей, которые вам потом будут продавать квартиры с бумаги, да, или будете смотреть недвижимость на вот эти все пункты, что я сегодня сказала. Да. Сайка, спасибо огромное. Ну, прям очень-очень все интересно, познавательно.